Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Военная служба в Вооруженных силах Российской Федерации на данном этапе в нашей стране актуальна как никогда, и в том числе военная служба по контракту. Каковы условия службы в Вооруженных силах по контракту и особенности заключения контракта для участия в специальной военной операции? Об этом всем нам расскажут гости в нашей студии. Александр Шишляков, майор, представитель 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации, и Михаил Петров, сержант, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Якутска. Александр Юрьевич, Михаил Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, наверное, первый вопрос будет к Александру. Где расположены части, в которых предлагается прохождение военной службы? Части 12-го Главного управления, во-первых, я так немножко уйду в сторону, расположены, даже не так. Но про 12-е Главное управление, наверное, мало кто слышал. Это части, которые у нас обеспечивают стратегические ядерные силы специальными боеприпасами. А стратегические ядерные силы — это РВСН, ВМФ, стратегическая авиация. То есть вот 12-е Главное управление обеспечивает все вот эти вот структуры специальными боеприпасами для их установки в своевременное и в нужное место. Части расположены у нас по всей территории Российской Федерации, от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке, от Мурманска на севере и до Крыма на юге. Конкретно на территории на территории Дальнего Востока части расположены также практически по всей территории Восточного военного округа. Это и Хабаровск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Сахалин. Ну и что, Петропавловск-Камчатский, Камчатка конкретно. Ну а вот учитывая, что воинские части — это режимный стратегический объект, наверняка и требования к военнослужащим должны быть какие-то особенные. Да, требования при наборе военнослужащих в 12-е Главное управление достаточно высокие. Во-первых, это уровень годности по здоровью, это категория А или Б, высокий уровень морально-психологической устойчивости, отсутствие судимости, отсутствие административных правонарушений, таких как лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде, ну и, соответственно, в обязательном порядке не употребление никаких наркотических веществ. Давайте тогда поговорим, наверное, о волнующей теме. Каково же денежное довольствие и льгот у военнослужащих, которые проходят службу по контракту? Ну, денежное довольствие, оно достаточно сильно варьируется от 40-45 тысяч у поступившего на военную службу по контракту до 80 тысяч. Где-то, когда человек отслужил какое-то время, получил какие-то льготы, достиг каких-то высот в своем профессиональном развитии, а также очень сильно зависит от региональных и северных надбавок. То есть там уже идут зарплаты 80, 90, 100, 110, 120 тысяч. Есть и жилищно-бытовые условия для проживания? Да, предоставляется полностью служебное жилье во всех частях 12-го Главного управления, либо предоставляется денежная компенсация за поднаем жилья. Скажите, а участвуют ли военнослужащие 12-го Главного управления в специальной военной операции? Нет, такого участия военнослужащих 12-го Главного управления не предусмотрено. Военнослужащие постоянно выполняют задачи только на территории своих воинских частей, без выезда в другие регионы, ну, за исключением командировок, каких-то служебных вопросов. Но это как и везде. Получается, что есть возможность переезда по службе в другой регион? Да, в обязательном порядке. Военнослужащие в связи со служебной необходимостью, личными или семейными, или, может быть, по здоровью, при необходимости может быть переведен в другой регион, который он предпочитает для дальнейшего прохождения военной службы. Александр Юрьевич, скажите, а вот при прохождении военной службы по контракту есть ли возможность карьерного роста или обучения? В обязательном порядке карьерный рост, он и предусмотрен, и командование всегда только поддерживается, а также командование обычно идет положительно, если военнослужащий захотел получить какое-то дополнительное профессиональное образование, либо высшее, потому что такой человек более готов для выполнения
поставленных задач, ну и, соответственно, опять-таки упираемся в карьерный рост. Ну что ж, Михаил Валерьевич, теперь вопросы по специальной военной операции. Какие приняты меры на территории республики по отбору граждан на СВО? Пункт отбора на военную службу по контракту ведет совместную работу с УФСИНом, также с Центром занятости населения и активное участие в информационной агитационной работе также проводится в военных комиссариатах и административно-муниципальных образованиях, где кандидатам разъясняется порядок поступления и требования для поступления именно на военную службу по контракту для участия в зоне СВО. Скажите, а куда можно обратиться по вопросам поступления на военную службу по контракту на СВО? По вопросам поступления граждане могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо в пункт отбора на военную службу по контракту города Якутска, расположенный по улице Чапалова, 23. Контактный номер телефона, если для информатизации, 32 10 40. Также хотелось бы довести следующую информацию, что 10 апреля был открыт единый единый центр по отбору граждан на военную службу по контракту. Он расположен по адресу улица Хатанерское шоссе, 11 километр, строение 1. Там же для граждан предоставляется центр, рассчитан на 30 коек-мест, где граждане, поступающие на военную службу, могут пройти, сдать анализы предварительные, также там же пройти медосмотр, получить заключение до убытия уже непосредственно в воинскую часть. Также на них будет рассчитано и питание трехразовое. В общем, все условия для граждан, которые желают помочь нашей стране, все предоставлены. Скажите, а какие требования нужны для кандидатов, которые поступают по контракту в зону проведения спецоперации? Требования гражданам такие же, что и к обычным контрактникам на военную службу. То есть наличие паспорта гражданина Российской Федерации, военный билет с категорией годности А либо Б и документ об образовании. Это 3 основных документа, которые необходимы. Скажите, вот такой еще есть вопрос. Какие социальные выплаты и льготы положены кандидатам, которые едут в зону СВО? Что касается социальных выплат, единовременные выплаты предоставляются гражданам, именно участвующим в спецоперации. Это республиканская единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей. Это непосредственно для участников военной операции, военнослужащих. Также единовременная республиканская выплата в размере 200 тысяч рублей. Она предназначена для членов семьи. И также по указу президента Российской Федерации гражданам, заключившим контракт не менее чем на 1 год, единовременная выплата полагается в размере 195 тысяч рублей. Это помимо ежемесячного денежного удовольствия. Ну что ж, благодарю вас, Александр Юрьевич, Михаил Валерьевич, за то, что стали сегодня гостями нашей студии. Стало более-менее понятно, чем же все-таки военная служба по контракту отличается от военной службы по контракту для тех, кто желает служить в зоне проведения специальной военной операции. Я очень надеюсь, что многие, кто смотрели наш сегодняшний выпуск, сделают для себя необходимые выводы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.